Ну что ж, дорогие христиане, у нас сегодня первый снег. На улице очень красиво, очень замечательно. Ну и тут хочешь не хочешь, а надо разговаривать. Да, и есть комментарии такие. Не первый раз я уже их получаю. Первые разговоры на эту тему у меня сложились, наверное, больше 10 лет назад. Протестанты, с которыми я ознакомился, с которыми мы разговаривали, поначалу достаточно дружеский, потом градус беседы он почти всегда повышается. Так, одной из таких вот тем, которые люди с таким возмущением или раздражением поднимают, они говорят, что вот вы православные, вы всех отправляете в ад, да, и, дескать, вы одни такие вот самые захватили себе, узурпировали Христа, и говорит, если вы сами не станете, другим вы говорите, что если вы не станете такими, как мы, то попадете в ад, а рая вам Царствия Небесного не наследовать. Ну и начинает рассказывать о том, что да, люди сами делают такими же, как и они, сами согрешают, и другим жить праведно мешают. Вспоминать слова Христа на эту тему. Да, гробы окрашенные, украшенные, там сосуды окрашенные и все прочее. Начинает вспоминать иконы, там молитвы об умерших, святых наших, еще там много чего. Дескать, все у вас не так, и даже Библия неправильная. Да, вот она там лежит. Неправильно лежит, да, слишком много в ней книг, надо лишнее поубирать. Да, 77 книг, это, дескать, вот какое-то изобретение православное, а надо, чтобы было 66. Ну и тоже вот как-то хочется с людьми говорить на эту тему. Потом обычно люди, они вот после таких выпадов, они сразу перескакивают на что-то другое, меняют тему. Но, наверное, стоит на ней остановиться чуть-чуть и попытаться поразмышлять. Если кто-то из вот слушающих мои слова сейчас знаком с такой наукой, как религиоведение, вот правильно сказать, то, наверное, обращал внимание, что все классические религии, будь то там кто, религия древних греков, да, язычники, там какие-нибудь египтяне, шумеры, древние евреи, да вообще кто угодно. Вот если взять любые языческие какие-то верования, и не только языческие, да, вот евреи, они тоже несли такой крест, там, не крест, а вот такой вот участь их была незавидна. Все они учат о посмертной участи человека, как о том, что человек попадает в ад. Что у греков там царство Аида, уж не помню, Тартар, по-моему, называется. Что евреи, они говорят, что рай был уничтожен грехопадением Адама. Да, он сначала закрыт, а потом уничтожен тем, что был потоп. Да, сейчас рай, он где-то в чертогах Божьих, но никак не на земле или где-то там в доступном месте. Да, рай в Новом Завете, он уже это нечто другое по сравнению с тем садом, который насадил Господь для Адама. Так что здесь, наверное, такой вот правильный ответ на вот этот вот разговор с людьми может быть только один, что что вы хотели, дорогие вот люди? Да, православные, они как раз предлагают рай. Да, первые, кто это предложили. Других вариантов просто не было до появления христианства. Да, сначала Церковь Христова это были просто ученики, апостолы, да, ученики учеников. Потом в Антиохии они стали называться христианами, это произошло. Ну а уже спустя где-то лет 130 после событий новозаветных, да, вот после распятия и воскресения Христова, впервые звучит слово православное.
Да. Тоже, если у кого-то есть претензии на этот счет, мало ли люди разные пишут. Уже не первое видео я это повторяю, но то есть церковь, она только одна. Ее создал Христос. И не надо возмущаться тому, что спустя какое-то время, там, 1,5 века, эта церковь начала называться еще и православной, помимо прочего. Это все та же самая церковь. Не надо там рассказывать какие-то сказки на эту тему. Что католики были сначала. Нет. Римская церковь, она тоже себя называла православной до раскола. Вот. И точно так же относилась к Вселенской православной церкви. Ну да ладно. То есть, ну, наверное, вот с этой точки зрения надо посмотреть на этот вопрос. Мы с вами слишком привыкли к христианскому мировоззрению. Мы, ну, большинство из нас все-таки, если на территории России родились, то наследие вот это культурное христианское, оно, ну, все-таки имеет отпечаток даже у человека, который не особо-то и верующий. Но все равно какие-то вот штампы свои религиозные, они имеют место быть. И мы привыкли к тому, что человек, он имеет возможность войти в рай. Да, это, то есть, эта задача, она вполне видится в обозримом будущем. Да, поскольку все-таки в православных странах детей крестят достаточно рано, да, то есть человек, он живет в такой вот спокойствии, такой парадигме, что я предназначен для рая, да, и все, и точка. И для этого ничего не надо делать, по большему счету, все у меня уже есть. Да, и человек расслабляется зачастую и утрачивает веру христианскую, и остается только видимость, как и в подавляющем большинстве современников. Там остается, ну, только переживать за него, надеясь, что он наконец-то по-настоящему познакомится с Богом, которому когда-то был в детстве посвящен. Вот так. Причем здесь крещение во взрослом возрасте не всегда дает тоже положительный момент, потому что человек порой, он просит крещения, но сам не знает, зачем это ему нужно. Да, и таковых людей я не крещу до тех пор, пока не найду для себя возможность как-то вот пройти некоторый ликбез, выяснить, что нужно, как оно должно быть на самом деле, и вот какие обязанности у христианина по вступлению его в церковь через крещение. Но, тем не менее, вот разговор о чем? Мы привыкли быть христианами, мы привыкли к тому, что рай, он уже как бы вот, ну, то есть главное больших грехов не наделать, и дальше уже все дело в шляпе, как называется. А если кто-то вас что-то говорит, что-то неправильное, то, наверное, он хочет лишить вас вот этой уверенности, что человек попадет в рай. Первые христиане, они так не думали. Первые христиане, они жили несколько иной такой вот концепции, да, несколько иная повестка дня у них была, что рай – это нечто, за что нужно, над чем нужно поработать, за что нужно поработать, побороться. Рай – это не то, что тебе дано по умолчанию. По умолчанию тебе дан ад. Вот это без вариантов. Причем праведник ты или не праведник не имеет значения. Помните, наверное, вот эту притчу из Евангелия от Луки, где Господь рассказывает. Это не притча, на самом деле, там не сказано, что это притча. Разговор о богаче и Лазаре. Что когда умерли и богач и Лазарь, один был погребен, а душу другого ангелы отнесли на лоно Авраама. И вот он на лоне Авраама, все у него хорошо. А по факту все равно они все находятся в аду. Но для праведников, вот евреи так верили, есть некоторое место, которое так и называется, лоно Авраама.
и там им ну, не так тяжко, им там полегче. Да, есть некоторые градации того, что происходит. Вот, Господь это мнение евреев, он использует в своей проповеди, проповеди милосердия. Да, вот эту тему он поднимает. Так вот, почему же обижаются протестанты? Да, вот в чем проблема, в чем здесь они? Дело в том, что Христос, сказано у апостола Павла к Ефесянам, он глава церкви, он же спаситель тела. Ну, тело – это тоже церковь, да, вот один из образов в Писании. Церковь есть тело Христово, а вы его части, так говорит тоже апостол Павел. Или в другом месте уже апостол Лука пишет в своих деяниях, что Христос ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Да, тоже. Вот, есть такие слова. То есть нужно принадлежать именно той самой церкви, которую создал Христос. Протестанты это условие не соблюдают, потому что у каждой общины протестантской, каждой там, не знаю, конфессии или еще что-то, у них есть свой основатель, и это не Христос. У пятидесятников свой, у баптистов свой, у свидетелей Иеговы свой, у там, не знаю, у мусульманов свой, у кого угодно он свой, да, там адвентисты какие-нибудь. У всех есть свои родоначальники. Одна только православная церковь, она создана самим Христом непосредственно, да, про которую Господь сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Да, вот именно та самая церковь. Поэтому почему мы так много говорим с протестантами? Как раз-таки это могут быть прекрасные люди. У них могут быть прекрасные там, не знаю, проповеди. У них могут быть чудеса и знамения какие-то, все что угодно. Но у них не будет спасения. Вот это без вариантов, потому что Священное Писание как раз так и говорит. Да, апостол Павел в своем послании к Галатам, он ереси, любая община, которая выходит за пределы церкви, первое, что она делает, она ищет оправдание своему отрыву от от церкви. И вот она вот как-то так старается хоть что-нибудь изменить в своем вероучении, чтобы быть не похожей на материнскую общину, да, как-то от нее отличаться, со своей точки зрения выгодно. И любое изменение веры – это есть ересь. Да, и апостол Павел говорит, что таковые Царствия Небесного не наследуют. Это невозможно. И ересь он приравнивает к другим грехам, будь то там блуд, пьянство, там, убийство, раздражительность, как-то он говорит, злоречие, вот. Ну и там другие он называет, я уж все не упомню, что он там говорит. Кто хочет, да, я уверен, что здесь есть люди, которые слушают, иногда поглядывают на то, о чем я делаю ролики, и как-то вот знают Писание и вполне могут найти нужный текст без проблем. А может быть, какие-то вещи знают наизусть. Это было бы замечательно. Так что не верьте мне, верьте Писанию, проверяйте мои слова, убеждайтесь, что я говорю, потому что действительно протестант, он не принадлежит церкви. Он создает свою собственную общину, или присоединяется уже кто-то за него создал по интересам, что кому больше нравится. Знаю, и мои знакомые тоже, они могут как-то вот мигрировать из общины в общину, ища то, что больше нравится. Да, вместе с этим меняется их мировоззрение, или мировоззрение остается прежним, но вот общины, они могут там как-то там циркулировать в сознании человека, где-то там ближе, и все такое. Так что я могу сказать, это важно. Нужно присматриваться к православной церкви. Вот хотите вы того или нет, да, церковь, созданная Богом,
про которую сказано, что она есть столб и утверждение истины, да, это именно о церкви сказано, и что врата ада ее не одолеют. Да, вот протестанты как-то учат, что одолеют. А мы опять же говорим, что не одолеют. Кто прав? Наверное, Священное Писание, оно все-таки на стороне правых. А теперь же присматриваться нужно достаточно критично, да, потому что священники, они, может, бывают разные, и общины, да, наши вот приходы православные, они тоже бывают разные, но вероучение, оно остается прежним, да, и нужно разбираться, да, потому что у протестантов есть много претензий к православной церкви и за иконы, и за молитвы об умерших, и там и за молитвы самые разные святым, там что бы то ни было, это все нужно обдумывать, это все нужно как-то вот решать, набираться смелости, задавать вопросы, приходить в храмы православные, да, или искать в интернете, потому что батюшка иногда он может, ну, банально не интересоваться вопросами вот, протестантов, да, например, вот почему так, почему эдак, да, он может воспринимать жизнь церкви как данность, как уже нечто присущее и особо не как-то не сталкиваться с тем, что, оказывается, иконы – это, дескать, вот нарушение второй заповеди, да, как учат протестанты. А батюшка всю жил, он родился в этом всем, да, и стал служить Богу, и как-то никогда не задумывался о том, что есть какие-то противоречия, да, потому что в Священном Писании не только есть запреты на изображение, но и повеление их создавать. И батюшка себе спокойно читает Библию всю жизнь с детства и никогда не видел, что вот что-то там не то происходит. Надо разбираться. Ладно, мне звонит уже моя супруга, хочет со мной поговорить. Так что всего всем доброго.